Коми с 21 октября вводятся QR-коды для посещения культурных и спортивных мероприятий. Соответствующее решение принято оперативным штабом. Связано это с неблагоприятной эпидситуацией в регионе. Как получить заветный сертификат и станет ли он вторым паспортом, выяснил Павел Королев. Идти на беспрецедентные меры заставляет статистика. Она неумолима. Вот и сегодня 265 новых случаев заражения. 11 человек не стало. И такая картина по всей стране. Так уже в 26 субъектах страны ввели систему QR-кодов. Среди них Пермский край, Удмуртия, Карелия. В соседнем Кирове и вовсе обязательную вакцинацию для определенных групп населения. В Коми не торопились вводить ограничения, но пришлось. Накануне оперативным штабом были внесены изменения в указ главы Коми о введении режима повышенной готовности. С 21 октября при посещении спортивных и культурных мероприятий жителям республики придется предъявить QR-код. QR-код выдают тем, кто переболел ковидом, ну или тем, кто уже успел вакцинироваться. Например, я сделал прививку в конце августа. Ну и чтобы получить свой QR-код, нужно зайти на портал Госуслуги. Например, у меня есть приложение на телефоне. Заходим в Госуслуги, спускаемся вниз, выбираем графу «Как получить QR-код», проходим по ссылочке, ждем, пока загружается, и, собственно говоря, вот мой QR-код. Здесь серийный номер, мои персональные данные, дата первой вакцинации, второй вакцинации, ну и в самом низу QR-код, который нужно будет предъявить с 21 октября при посещении спортивных и культурных мероприятий. На сегодняшний день кинотеатры, театры и дома культуры могут заполнять залы только на 50%. Но при наличии у всех посетителей QR-кода посадку можно увеличить до максимума. Если же учреждения решат сохранить 50% рассадку, сертификат не потребуется. Сейчас, да, это нововведение буквально только принято нашим оперативным штабом. Сейчас это в стадии... как сказать, действительно нового такого введения. Вот. Пытаемся сейчас мы и с театрами, и с концертными организациями ввести это в работу. Но я думаю, что не возникнет у нас проблем с QR-кодами. Я думаю, потихоньку также у нас наши зрители к этому привыкнут, и не будет у нас проблем для посещения наших культурных учреждений. Аналогичные ограничения вводятся и на спортивные мероприятия, но команды без поддержки болельщиков не останутся. Заполнять трибуны с 21 октября можно будет наполовину. В противном случае тоже понадобится заветный QR-код. Введение ограничений – это мера вынужденная, и нам, наверное, нужно с пониманием к этому отнестись. На сегодняшний день прорабатывается механизм контроля для соблюдения тех условий посещения спортивных объектов, которые будут введены с 21 октября. Но в любом случае очень важно отметить тот факт, что наши спортсмены во время соревнований совсем не останутся без поддержки болельщиков. Между тем, бизнес региона считает, что введение QR-кодов – это вовсе не ограничение, а послабление и возможность работать на полную. Эта мера не является дополнительным ограничением, а является возможностью для предпринимателя по, так сказать, несоблюдению введенных ранее ограничений. То есть, если раньше, например, предприниматели должны были соблюдать ковидную рассадку 50%, то теперь, проверяя у людей QR-коды, они, соответственно, смогут заполнить все 100% своих площадей. Вроде бы это безобидная и даже, может быть, кому-то покажется полезная мера, однако мы сторонниками этой меры не являемся, поскольку этот путь по QR-кодизации населения, по разделению населения на привитых и непривитых, и, соответственно, ограничение свобод непривитых, является, по нашему убеждению, неправильным. Избежать дополнительных ограничений возможно только в случае, если не забуксует вакцинация. План по ней постепенно растет. Сначала звучало, что для коллективного иммунитета необходимо привить 60% жителей, после 80%. Прививаться или нет – дело, конечно, добровольное. Однако статистика не в пользу антипрививочников. Все вновь заболевшие – это непривитые люди. Вот у меня большая просьба услышать меня и все-таки начать прививаться, потому что, переходя к прививочной кампании, у нас на сегодняшний день полностью завершили вакцинацию 259 396 жителей.
Ну, то есть мы, конечно, добавляем, да, вот вчера я делал сообщение, у нас там 258 было тысяч привитых, но не такими темпами, какими бы хотелось. Вместе с тем в регионе дополнили перечень сфер деятельности, где необходима обязательная вакцинация. Среди них теперь работники жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также курьеры и доставщики. И всеми этими антиковидными мерами возможно не ограничиться. Новая волна уже на пороге. Доминирует дельта-штамм. Если говорить о ситуации, которая сейчас, да, у нас по клинике, конечно, более тяжелое течение инфекции проходит, которое вызвано как раз вот этим дельта-штаммом. Он агрессивен, он более агрессивен, чем предыдущие штаммы, более тяжелое течение и не всегда в первую очередь это повреждение легочной ткани. К сожалению, у пожилых людей это чаще всего на первое место сейчас выходит повреждение сосудов головного мозга. И ситуация только усугубляется. Болеют не только пожилые, но и люди среднего возраста, молодежь и дети. В больницах разворачивают дополнительные койки. Павел Королев, Наталья Юрина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.